Коронавирус унес жизни еще 10 жителей Коми. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2681 человек. За минувшие сутки инфекция подтверждена у 83 пациентов. Выздоровело рекордное количество – 423. Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщила, что при неблагоприятном развитии ситуации с омикроном заболеваемость может достигнуть 100 тысяч случаев в сутки. Напомним, в нашем регионе этот штамм пока не обнаружили, однако он уже есть в Москве, Московской и Ленинградской областях, а также в Ростовской, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской, а еще в Пермском крае, Ингушетии и Башкортостане. Достаточно уже сегодня широкое выявление омикрон-штамма на территории Российской Федерации. Это еще раз подчеркивает те риски, о которых сегодня уже говорились, и которые сегодня абсолютно реальны на территории Российской Федерации. Риски очень интенсивного роста случаев заболевания. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества и растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации при неблагоприятном развитии, как я уже сказала, и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже 2 года. Учеными в России уже доказано, что омикрон заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса. У него более короткий инкубационный период. Человек может стать заразным уже на 2-е сутки после инфицирования, а симптомы появляются на 3-5 день. Из-за этого он быстрее распространяется. И, как стало известно сегодня, в России зарегистрирована тест-система для выявления штаммов коронавируса. Ее разработало Федеральное медико-биологическое агентство. Она позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты омикрон и дельта, причем всего за 1,5 часа.